Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Важное послание из вашего будущего. Что вы сама себе, либо сам себе передаете из будущего. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте посмотрим, что же за послание из будущего вы должны именно сегодня, именно сейчас получить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну ничего себе. Так, забавно. Послание вышло очень короткое. Здесь показали ровно 4 события. 4 события, о которых вы должны узнать именно сегодня. Первое событие. Когда у вас все в руках и все у вас схвачено. Я так понимаю, что в сегодняшнем дне вы этим страдаете, да, то есть все идет в разрез ваших ожиданий, в разрез ваших действий, усилий, в разрез, например, каким-то стараниям вашим. Да? Вот над чем бы вы там ни работали, чем бы вы ни занимались, всегда что-то идет не так. Да? Что-то ускользает из-под вашего контроля, либо кто-то ускользает из-под вашего контроля. В будущем вы научитесь управлять не только своей жизнью, но и всеми процессами, которые для вас необходимы и нужны. Если сейчас у вас нет авторитета либо влияния над каким-то человеком, да, то есть вы для этого человека не имеете особого веса, да, мягко скажем, да, человек там игнорит, не слушается, ведет себя так, как ему вздумается. Очень похоже, кстати, на ситуацию с детьми, когда очень трудно справиться с детьми, особенно если дети-подростки, да, то это все устаканится. Вы будете полностью, да, не просто полностью, целиком и полностью владеть всей этой ситуацией. Есть конфликты с ребенком, все наладится. Для ребенка вы сейчас не авторитет, все поменяется. Вы станете не только авторитетом, но и самым лучшим другом, да, самым любимым и родным человеком. Если у вас в семье с вашим партнером какие-то терки, разногласия, он, значит, в одну сторону, либо она, а вы в другую сторону, то есть это все тоже устаканится. Все будет замечательно. Вы в центре событий, смотрите, все под вашим тотальным контролем. Все идет так, как вы, например, задумали, спланировали, либо ждете. То есть научитесь дергать за правильные веревочки, за правильные ниточки, делать правильные шаги, принимать правильные решения и будете получать заслуженный результат. Не расстраивайтесь, что не получается сейчас. Не расстраивайтесь, что сейчас вы ни на что повлиять не можете. Вы набираетесь опыта, вы учитесь владеть своей силой, вы учитесь налаживать вот эти мостики, контакты, ниточки. Все будет замечательно. Вы на правильном пути. Да, ваш путь – это путь проб и ошибок. Но в результате вы будете победителем. Вы будете вот этим центром притяжения. И все будет в ваших руках. Все веревочки, да, все коннекты будут тянуться именно к вам. Кстати, для кого-то этот знак обещает очень крутую должность. Должность с очень расширенными полномочиями. Например, начальник всех начальников, да? Либо человек, под чьим началом работает достаточное количество людей. Не один, не три, больше, гораздо больше. Опять же, такая ситуация, такая картиночка может говорить, и часто, кстати, отыгрывается в моей практике, когда человек владеет бизнесом, который он создал, как говорится, сам, да, дома на коленке. А потом все это росло, и целая корпорация получилась. Да, по итогу человек говорит: надо же, кто бы мог подумать, да, начинал дома на кухне, а вот смотрите, у меня теперь там и заводы, и пароходы, и фабрики, и чего только нету. Да, и так может отыграться. То есть все в ваших руках, все как зациклено
да, вот все притягивается и все идет по вашей мысли, по вашему желанию, по вашему слову. Очень классный рисунок. И не расстраивайтесь, не переживайте. Еще раз повторюсь, в будущем вы центр. Центр притяжения, центр, не знаю, решения, центр, осуществления, центр всего. Да? Не вы бегаете, там что-то пытаетесь решить, а все приходит к вам, получает от вас распоряжение, указ, да, и расходится от вас. То есть вы управляете всем, все под контролем, все замечательно, и вы на своем месте. Да, так оно и есть, так оно и будет. Так, следующий момент. Следующий момент связан с какой-то поездкой. Поездка, переезд, отъезд, приезд. Ну, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Опять же, ситуация с дорогой, и причем дорогой дальней. Если вы куда-то хотели, планировали ехать, и у вас сейчас не получается, не спешите расстраиваться. Дорога это будет, да, она идет отложенной, но это наоборот плюс. В момент, когда эта дорога вас позовет, вы будете целиком и полностью готовы. В момент, когда путь вам откроется, будут очень хорошие условия, будут хорошие вводные, да, для того, чтобы вы очень удачненько куда-то съездили, либо уехали, либо переехали, либо даже куда-то вернулись. Поэтому не переживаем. Здесь дорога откроется в свое время, когда будут идеальные условия. Знаете такое выражение «звезды стали в один ряд». Вот и у вас такое время придет, когда звезды станут в один ряд, вы просто возьмете, да и поедете. Легко, просто и без всяких доп. Усилий. И то же самое, если вы кого-то ждете, что к вам должен кто-то приехать, переехать, и вроде как ни единого шанса, и ни единой возможности, ситуация только ухудшается, и вы ходите в отчаянии, вы места себе не находите, и думаете, что все, конец, человек не приедет, не переедет, все, как говорится, там поломалось, разрушилось, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Просто нужно дождаться вот этого идеального времени, да, идеальных условий. Тогда и дорога открывается, и поездка осуществляется, и все рады, все довольны, у всех все прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Так, с левой стороны. С левой стороны у вас и ключ, и замочная скважина, и еще здесь у вас вышел слон, который поджал хобот. Ну, если честно, знак не очень. Если слон поджимает хобот, это знак тяжелого финансового положения, незапланированных расходов, либо даже какой-то утраты денег, денежных средств и сумм. Я так понимаю, что вы именно сейчас от этого страдаете, и это является вашей ахиллесовой пятой. Да? То есть, в принципе, все бы ничего, но отсутствие материальной базы, хотя бы минимальной, делает вашу жизнь крайне тяжелой, а у кого-то даже и невыносимой. Вы как рыба об лед бьетесь, работаете, пашете, да, вот не буду плохие слова говорить, но прям просится, да, но ничего не получается. Ничего, денег как кот наплакал, туда-сюда, да, не успел получить, уже ничего не осталось. Да, то долги, то кредиты, то какие-то обязательства, и все надо, а оно все дорого. Зарплату не повышают, бизнес результатов не дает, да, и вы просто в аховой ситуации. Вот кто себя узнал, это предсказание для вас. Смотрите, по замочной скважине и по ключу, который рядом вышел, есть разгадка того, что с вами происходит. Это не случайно, это не рок, да, это не фатум, что это такая судьба, да, быть бедным, либо всегда нуждаться. Да, жить в крайней нужде – это не ваша судьба. Есть какая-то хитрость, есть какой-то скрытый момент, о котором вы еще не знаете. И, к сожалению, пока не пришло время узнать, вот в сегодняшнем дне, когда я делаю эту отсыпку, вам еще не открывают эту тайну. Но эта тайна 100% вам откроется. Вам не только эту тайну откроют, вам еще дадут решение. Вот что вам нужно сделать, чтобы ваш слон хобот не поджимал, а наоборот его расправил и вверх поднял. Вам дадут ключ. Да? Вот тебе замок, вот тебе ключ. Открывай. И вы откроете. Вам не по судьбе быть бедным человеком. Это вообще не ваша судьба. Ну, нисколечко, даже рядом не стояла, не валялась. Ваша судьба другая.
Что происходит? Почему это все произошло? Ну, я могу предположить, что это какое-то чье-то влияние, это могут быть всякие негативные воздействия, это могут быть, там, не знаю, условия, это могут быть и какие-то ваши заблуждения. Но у каждого по-своему отыграется. Да? Может, у вас такая установка, да, много работать и ничего не получать. Вы будете смеяться, но очень часто даже вот в психологии проигрывается, когда детям внушаются какие-то базовые вещи, да, и эти вещи, они абсолютно неправильные и абсурдные. Как, например, там, девочкам внушается, что там, муж плохой, терпи, лишь бы семья сохранилась, да, и она терпит и побои, и издевательства, и гульки, да, хотела сказать другое слово, ну, в общем, не надо, нельзя, да, такое говорить. Гульки, например, своего мужа женщина терпит, лишь бы семья была, лишь бы люди пальцем не тыкали, что там брошенка, разведенка. И женщина просто себя в жертву приносит. То же самое касается работы. Когда у вас есть творческий потенциал, творческое начало, и вы могли бы стать там известным, популярным человеком, либо каким-нибудь там крутым разработчиком, либо еще кем, а вам с детства внушали, что нужно идти на завод и херячить с утра до ночи. Вот. Понимаете, о чем речь идет? Опять же, вы очень талантливый специалист, но живете вы в таком месте, где вам просто негде развернуться, да, негде реализовать свой талант. Он просто не востребован. И все, да, та же самая ситуация. В общем, не буду я тут гадать, именно угадывать, да, не гадать, а угадывать. Придет время, вы все поймете, вы все узнаете. Вам дают ключ. Да? Вот он замок, вот она тайна, вот он ключ, бери, открывай, решай, как говорится, получай, пользуйся. Это время наступит. С левой стороны, в самый неожиданный момент, в самый странный момент из всех моментов, которые могли бы быть, да, вот придет информация, придет решение, и это будет, знаете, как прорыв. Прорыв глобального масштаба в вашей жизни. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но вы себе сами говорите: подожди, не надо себя тут закапывать, все еще впереди. Все еще впереди. Да, жаль потраченного времени, да, помощь и деньги нужны здесь и сейчас, но вот с таким вы столкнулись. Вы столкнулись с проблемой либо обстоятельством непреодолимой силы. Просто надо немножечко еще подождать. Ну, сколько вы уже ждете? Еще чуть подождите. Главное, что вы должны для себя принять такую вещь, что это не ваша судьба. Вы ни в чем не виноваты. И судьба это не ваша. Как будто вы живете не своей жизнью. Придет ваше время, придет ваш час, и вот тогда вы заживете. Вот тогда вы все наверстаете. Так, ну и переходим к самому главному. Это венец. В венце у меня корова. Корова, смотрите, какой хвост у нее чудной. Вы идете за коровой с плугом. Да? Вы пашете на этой корове. Кто со мной давно, тот знает, что корова – это самый крутой знак, который может вам быть. Ну, разве что уступает знаку султана. Да? Но, тем не менее, корова ничем не хуже, ничем. Смотрите, корова – это достаток. Корова – это и как и мясо, и молоко, понимаете? То есть человек сытый, довольный, зажиточный. Да? И у человека есть очень классная плодородная почва. Он пахает эту почву. Да? Не просто там проживает свои дни, там, нашел какое-то свое спокойное место, да, и проживает свои дни. Нет, человек еще и идет вперед, человек постоянно развивается, человек приумножает все то, что он имеет в своих руках. Так, пахать – это не значит, что тяжело работать. В данном контексте это говорит о том, что у вас всегда будет возможность приумножить все то, чем вы будете обладать, либо обладаете на данный период времени. Вас высшие силы благословят на вот эту всю благодать. По-другому я и не скажу. Это благодать. Действительно, смотрите, гигантский рисунок. Да? Венец у нас занимает половину рисунка, даже куда половину, даже большую половину. Да? И рисунок настолько большой, настолько четкий. Это ваше будущее. Это ваше будущее. Люди, услышьте меня правильно. Вот кто зашел и вот недавно прям страдал, плакал и убивался от того, что жизнь херовая и нету ни входа, ни выхода, это гадание именно для вас. Вас сюда ангел привел, для того, чтобы вы услышали правду.
Вы живете не своей жизнью. Что-то с вами случилось, что-то с вами произошло. Это общее гадание. Вариантов может быть очень много. Очень много. Вы сейчас об этом не знаете, и я вам не могу об этом сказать. Эта информация сейчас закрыта. Не пришло время, не пришел ваш час. Но вы обо всем узнаете. Вы не только узнаете, вам еще дадут возможность все в жизни поменять. И вот оно, ваше будущее. Да? Корова, плуг и вы. Вы добываете, вы приумножаете, вы растите. Вы постоянно собираете шикарный результат, да, шикарный урожай, чего бы это ни касалось. Это ваше будущее. Ваше будущее. Чтобы вы тут ничего тут себе не думали, не пророчили, негативного не пророчили. Вы зашли на эту отсыпку, вы получаете эту информацию. У меня есть дар пророка. Все, что я говорю, всегда исполняется. Будущее ваше прекрасно. Хотите верьте, хотите нет, но никуда от будущего вы своего не денетесь. Здесь все четко нам показали. 4 очень важных события. 4 события, которые коренным образом меняют всю вашу жизнь. Меняют вас, меняют ваше сознание. Да, это вам тоже очень-очень нужно. Наберитесь терпения. Будет и на вашей улице праздник. Просто дождитесь. Что вам делать в данный период времени? Жить. Жить и идти вперед, и только вперед. И знать, что там за горизонтом для вас приготовлено вот это все. Вот это все. Это ваше. Это вы сами себе передаете из будущего. Просто дотерпи, да? Дождись, дотяни до этого момента. И здесь прям круто все поменяется. Так, мои хорошие, дай Боже, да поскорее. Напишите, пожалуйста, кто желает свои имена. Я проведу над этой отсыпкой ритуал по привлечению в вашу жизнь скорой помощи. Именно скорой помощи для вас. Буду делать на псалмах, поэтому не бойтесь, это не магия, это обращение к Создателю. Просто имя, ничего больше писать не надо. Хотите для своих близких, напишите имя близкого человека. Я именно над этой отсыпкой, чтобы скорейшим образом привлечь всю вашу жизнь, проведу этот ритуал. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.